Саламатсыздар ма оқушылар, ата-аналар? Біз әрі қарай жалғастырамыз. Тағы бір ескертіп кетейін, мен ұстаз емеспін, мұғалім емеспін, ешқандай орыс тілі пәнінің мұғалімі. Бірақ ата-аналар мен оқушылардың сұрауы бойынша мен сабақтар жазудамын. Сондықтан мен қателік кетіп жатса, түсіністік танытуларыңызды сұраймын. Қатты сынамауларыңызды сұраймын. Мы продолжаем урок. Сегодня 55-й урок. Фрукты и овощи, жемістер және көкөністер. Первое упражнение. Отгадай загадку. Назови слова описания и слова предмет. Жұмбақтың шешуін тап. Жаңағы сын есім сөздермен зат есім сөзі тап дейді. Слова описания — эти слова, которые отвечают на вопрос какой, какая, какое. Круглый бок, желтый бок, сидит на грядке колобок. Ответ нашей загадки — репа. У нас здесь слова описания круглый и желтый. А слово предмет — колобок. Санат. А что можно приготовить из репы? Давайте узнаем. В каше из репы есть полезное вещество калий. Он помогает работать мозгу. Дети лучше считают и решают задачки. Эту кашу называют кашей для ума. Теперь следующее задание. Расскажи по картинкам, как получается сок. Начни с рисунка слева. А можно ли рассказать историю, начиная с рисунка справа? Используй ключевые слова: яблоко, морковь, сок, пакет. У нас суретке қарап, шағын әңгіме құрастыр дейді. Және әңгімеңде яблоко, морковь, сок, пакет деген сөздерді пайдалан дейді. Давайте, я для вас приготовил небольшой текст. Давайте начнем с вами вместе. Чтобы приготовить сок, надо сначала приготовить все фрукты. В нашей картинке это яблоко и морковь. Второе. Надо вымыть ингредиенты, фрукты. Видите, всегда перед употреблением или приготовлением надо вымыть руку и фрукты. Третье. Очистить плоды от твердой кожуры и косточек. Сыртқы қабығын және тұқымнан алып тастау керек. Четвертое. Порежьте крупные фрукты и овощи на более мелкие кусочки. Жеміс-жидектерді кішкентай ғып кесулеріңіз керек дейді. Пятое. Соберите соковыжималку. Кладете все фрукты на соковыжималку и выдавливаете. Видите, картинка. Кладем, потом выжимаем. И готовый сок наливаем в пакет. И у нас вот такая картинка выйдет. Теперь следующее упражнение. Посмотрите на рисунки, прочитай и скажи, что нужно сделать для приготовления праздничного салата из фруктов. Мерекелік салатты, жемістерді мерекелік салат жасау үшін бізге қандай іс-қимыл етістіктерін пайдалануымыз керек? Первый. Вымыть — жу. Надеть — кию. Помыть — жу. Взять — алу. Порезать — кесу. Сложить — салу. Фруктовый салат, жеміс салаты. Давайте придумаем. Чтобы приготовить праздничный салат из фруктов, надо сначала вымыть руку, надеть фартук, помыть фрукты, взять в руку нож и порезать на мелкие куски фрукты. И все это сложить в тарелку. И у нас будет готово фруктовый салат. Теперь эти слова действия напишите в своей тетради и выучите. Вымыть — жу. Надеть — кию. Помыть — жу. Взять — алу. Порезать — кису. Сложить — салу. Обратите внимание, в конце всех наших слов стоит мягкий знак. Біздің барлық іс-қимыл етістіктеріміздің соңында жіңішке белгісі, яғни мягкий знагымыз тұр. Запомните. Следующее. Объясни пословицу.
Вы что видите на картинке? На картинке видим дед. Дед что делает? Поливает репу. Правильно? Без забот и репу не вырастешь. Чтобы добиться чего-то в жизни, в учебе, в спорте, в работе, надо проявить усилия. Надо трудиться. Все, на этом наш урок закончился. Запомните новые слова. Вам домашнее задание. Повторите. И придумайте текст, как приготовить сок самостоятельно и салат. Какие еще дополнительные слова действия знаете вы сами? Просьба от вас снизу в комментарии напишите свои тексты, а я буду проверять и отвечать на ваши вопросы. До свидания.